170 бойцов студенческого отряда «Восток» имени Платона Аюнского накануне улетели в Петропавловск-Камчатский на работу в рыбный цех. Еще 50 якутян поедут на следующей неделе. Трудовой сезон будет длиться чуть больше месяца. Ребята будут заниматься переработкой рыбы на современном оборудовании. С каким настроением отправились бойцы? Репортаж Анастасии Кобызевой. Михаил Афанасьев третье лето отказывается от отдыха. Будет работать на рыбном заводе. 2 трудовых сезона отработал грузчиком. Какую работу доверит сейчас, пока не знает. Признается, на заводе сложно, но интересно. Единственный минус – к резкому запаху рыбы долго привыкаешь. Потом со временем начинаешь уже привыкать, а потом уже и вовсе забываешь про это. А когда уже после этого в город приезжаю, для моих родственников это просто запах от меня просто шло, и они я не замечаю, они замечают. Было неприятно им. Парни – основа путиных отрядов. Но есть и отважные девушки, которых не пугают тяжкий труд и погодные условия. В прошлом году я работала в Южной Корее. Там тоже на заводе работала, поэтому у меня имеется опыт. Мы сортировали виноград. Я не беспокоюсь, потому что я еду со своими друзьями, подругами, да. Впервые ребята из Якутии отправились на работу в рыбоперерабатывающие заводы в 2007 году. Тогда там трудились 40 ребят, сегодня 220. Наши ребята характеризуют себя как трудолюбивые, дисциплинированные и ответственные ребята, которые не ленятся, работают. Поэтому для работодателя выгодно привлекать студенческие отряды из нашей Якутии. Увидеть Охотское море, вулканы, попробовать на вкус свежую рыбу и икру – преимущество работы в Петропавловске-Камчатском. Для студентов это еще и неплохой способ подзаработать. Минимальная заработная плата – это 30 тысяч рублей. И плюс, если будет рыбный сезон, то у них больше. Там ребята у нас получали до 70 тысяч рублей. Климат в Петропавловске-Камчатском довольно капризный. Летом часто наблюдаются холодные туманы и моросящие дожди. Поэтому наши ребята запаслись теплой одеждой. Ведь главное, чтобы домой они вернулись здоровыми и невредимыми. Анастасия Кобызева, Григорий Охлопков, Якутск.